И снова здравствуйте, компания Прогресс Авто. В продаже у нас появился трактор Исеки TS1910. Приехал из Японии, мы его помыли, ну и вот, собственно, показываем. По состоянию трактора краткий обзор. По состоянию резины. Резина, видно, БУ. Ездила уже, но в принципе работать еще будет точно. Трещин на ней нет. Остаток хороший, но, конечно, потребуется в дальнейшем замена через какое-то время. Задняя резина то же самое. Остаток нормальный. Трещин нет. Трактор у нас в комплекте с куном и фрезой, как видно. Фреза 1,30 м. Дополнительных гидроцилиндров нет. Все механическое. Ну, понятно, что гидравлика на опускание, подъем фрезы есть. Здесь все у нас сухо. Здесь тоже. Сразу же покажу по состоянию. Фреза на быстросъемах. Есть у нас здесь шплинты, пальцы. Все это дело снимается быстро достаточно. То есть все это выдергивается, и фреза остается лежать на полу. Состояние ножей у фрезы достаточно хорошее. Ну, надо понимать, что они были в употреблении. Хотя работать будут еще несколько сезонов без вопросов и без проблем. Сразу покажу гидрораспределитель, пока от него не ушел. Соединения здесь сухие. Какой вот он пришел, так и мы его и отдаем. Здесь все сухо. Так вот это все хомутами аккуратно закреплено. Ну и, собственно, идет вокруг трактора. Пойдемте на ту сторону. По той стороне также резину покажу. Гидролинии. Состояние резины такое же. В принципе, хорошее, но износ, конечно, уже есть. Передняя резина то же самое. Ездить еще будет, в дальнейшем потребует замены. Быстросъемные соединения на гидрораспределитель. Также и здесь все сухо. Никаких вопросов по этому поводу нет. Такой вот трактор. Достаточно простенький, с ковшом. Грузоподъемностью, как по стандарту японскому, 350 килограмм. Но поднять, конечно, может и больше. Вопрос в том, что его просто начнет перевешивать именно вперед. Ковш с Японии вместе с ним пришел. Кстати, тоже на быстросъемах. Всего два крепления у него. Здесь вот у него раз палец слева, шплинт с другой стороны. То есть это все быстренько вытаскивается. И такой же способ крепления у него с правой стороны. Вытаскиваете эти два пальца, ковш ставите на землю и без проблем отъезжаете. Останется, ну, естественно, нужно будет отключить все быстросъемные соединения, отщелкнуть. Останется у вас только вот эта рама, а сам ковш и фронтальничек весь, механизм весь останется стоять у вас там, где вы его и поставите. По механизму управления, ну, уже было понятно из начала видео. Вал отбора мощности, коробка переключения передач, пониженные и повышенные передачи, повороты, глушилка, ну и, собственно, рычаг зажигания для прогрева свечей накаливания и для запуска стартера. Такой тракторок, ну, регулировка положения фрезы. Естественно, гидрораспределитель управления куном. Ручной газ, ножной газ. Все по стандарту, все просто. Все отлично работает и еще долго-долго будет работать. Поэтому такой вот трактор пришел к нам. Приезжайте, смотрите, забирайте. Будет вам служить верой и правдой, проблем не доставит.